Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на самое ближайшее будущее. Мы с вами посмотрим, что ждет и что точно будет в ближайшие 48 часов. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свои 48 часов, да, что ждет, что будет. Давайте посмотрим, о чем вам необходимо знать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по кругу, чтобы больше дел связь. Какой красивый у вас дельфин с левой стороны. Ну, дельфины — это романтика, это признание, это нежность, это любовь, это теплые заветные слова с левой стороны. Это может быть как любовная смс-ка, да, любовная переписка. Это даже могут быть и слова, сказанные лично. Но крайне как-то неожиданно идет. Неожиданно, но очень-очень приятно. Смотрите, видите? Прекрасный, красивый дельфин с левой стороны прям стремится к вам. Так, ну к нему мы вернемся чуть попозже. Давайте начнем с основных вопросов. Здесь замочная скважина, причем она вышла перевернутая. Сразу хочу предупредить, если у вас есть проблемы с замком, неважно где, там, дома, калитка, может быть на работе, в машине какие-то проблемы, дверь плохо открывается, пожалуйста, обратите внимание. Это вот прям такой красный сигнал, да, обрати внимание, не проходи мимо. Могут быть курьезы, да, с замочными скважинами, может сломаться, не открываться. И, возможно, чтобы открыть замок, открыть дверь, потребуется много времени. Здесь либо нужно ремонтировать, либо вообще лучше заменить. Вот четко так показали, перевернуто. Значит, поломается, сломается, либо уже заедает. Не игнорируйте. И еще в сакральном смысле такие перевернутые замочные скважины говорят о том, что какая-то информация до поры до времени останется для вас скрытой. Возможно, вы сейчас в поиске каких-то знаний, ответов, подсказок, может быть, о чем-то очень сильно хотите узнать. Пока замочная скважина закрыта, она перевернулась. Нет доступа к этой информации. Либо именно сейчас вам узнать не положено. То есть это как блок от самой судьбы. Да? Немножечко закрывают, прикрывают и отодвигают на задний план. Возможно, перед вами сейчас станут какие-то другие, более важные задачи. И чтобы вы попусту время не тратили, да, вас немножечко лишают информационного потока, не дают вам о чем-то либо о ком-то узнать. Там есть причины. Причины достаточно, я так понимаю, серьезные. Так, еще с правой стороны. Два человека в горизонте. Один на другого надеется, и оба несостоятельны. Мои хорошие, вы все разные. Да, возможно, ситуация, что вы друг на друга понадеетесь, вы, например, ваша подруга, либо ваш партнер, ваш любимый человек, ваш родственник. А родственник понадеется на вас. И может произойти очень серьезный конфуз. Вы, пожалуйста, все научитесь проговаривать. Даже если по второму разу, даже если по 100-му разу, лучше проговорить, конкретно договориться и уж потом надеяться. Потому что здесь два человека просто выпали в горизонт, оба в шоке, не поймут, как это произошло. Так, еще справа у вас какая-то новая идея, новая зацепка, новое начинание, новые какие-то мысли. Что-то прям совсем новое, необычное, чего раньше не было. Не бойтесь новизны, не бойтесь что-то поменять, что-то новое попробовать. Это важно. Для вас эта новая идея, она как кусочек золота, да? Она золотая. Она не сейчас, но в будущем может для вас отыграться действительно золотым клондайком. Это важно. Так, еще колыбель.
Колыбель. Ну, по колыбели очень часто проходят моменты, связанные с грудничками. С правой стороны. Может быть, ребеночек плохо себя чувствует, может, капризничает, может быть, плачет, да, плачет, там, успокоиться не может. Может быть, какое-то состояние, не дай бог, да, которое не входит в норму. Но с правой стороны все решится, все наладится. Да, все будет хорошо. Здесь колыбель полная, и она в правильном положении, она смотрит вверх, то есть все решится, все наладится. Если мы говорим про сакральный смысл, то по колыбели все ваши начинания, они защищены, то есть с ними ничего плохого не будет. То есть либо все, что вы начали, все это под защитой высших сил, и это все будет и продолжаться, и развиваться. Да, двигайтесь в правильном направлении. Так, с левой стороны 2 колючих человека, очень колючих, между собой ругаются. Колючие они по отношению и к друг другу, и к вам. Возможно, этих 2 людей вы не очень любите, либо не очень хорошо относитесь. Возможно, есть на это причины, причем достаточно объективные. Но фокус в том, что они между собой выясняют отношения. Они друг друга колят своими колючками. А вы вот в стороне с удовольствием за этим наблюдаете. То есть какие-то ваши, давайте так мягенько скажем, да, недоброжелатели сойдутся в каком-то поединке, будут выяснять отношения. А вы со стороны понаблюдаете, да, чем дело закончится. Так, еще какая-то ложная информация. Ложная информация, это все откроется. Но у вас были подозрения, что вас обманывают, либо вам неправильно что-то говорят, да, как-то пускают по ложному следу. И вот это все подтвердится. Для вас это не будет сюрпризом, скорее будет таким разочарованием. Скажете, а я-то грешным делом думала, а вдруг обойдется. Нет, ложная информация вскроется. Это может быть и на работе, и в бытовой жизни, да, где угодно может отыграться. Это ложь, которая будет раскрыта. Так, еще с левой стороны какие-то волнения. За вас кто-то очень сильно волнуется. Человек не умеет выражать свои чувства. Человек переживает, содержит вас в сердце, но у человека реакция какая-то странная. Скорее как, знаете, как поругаться, поссориться, там, что-то вам высказать. А на самом деле человек действительно за вас переживает. Вас будет, конечно, смущать такой поворот событий, но вас песок предупреждает. Человек содержит вас в сердце. За вас очень сильно боится. И вот эта бурная реакция, да, что-то вам выскажет, там, поругает, это из-за сердечной привязанности. То есть просто не умеет выразить свои чувства. Это может быть кто-то из родителей, да, наругает, скажет, что ты ходишь там в темное время суток, либо зачем ты там телефонную трубку не берешь, я тебе 100 раз звонила. Либо муж может что-то вам высказать, либо жена тоже может высказать. Смотря кто меня смотрит. На самом деле человек плохого не имеет в виду. Просто сильнейшие переживания за вас, волнения за вас приведут вот именно к такой реакции. Еще я вижу случайный разговор свидетелем, либо как слушателем. Либо увидите, либо подслушаете. Давайте так. Не буду вокруг ходить. Вас этот разговор немножечко расстроит, давайте честно скажем. Возможно, эти люди вам со своей стороны каждый говорил, что нет, мы не встречаемся, мы не общаемся, а вы увидите, что они там чуть ли не в десна целуются. Опять же, люди могут вас обсуждать, о вас говорить всякое такое неподобное. Держите себя в руках, не подавайте виду и делайте правильные выводы. Вот. Вы как будто бы в розовых облачках живете. Почему-то сдается мне, что вы всех людей судите по себе. А люди ведь все разные. К радости, либо к сожалению, все люди разные. Каждый имеет право на, например, свою жизнь, свое мышление и свой ход событий. Вот. Это какой-то неприятный момент. Увидели и хорошо, да, примите к сведению. Так, теперь мы идем к дельфинчику. Дельфинчик у вас с левой стороны плывет, на нем арочка. Арочка — это продолжение. Да, хочу продолжение отношений, хочу развития отношений. Я хочу выстраивать отношения. Не просто там пойти на свидание, либо обсудить с
тобой мои чувства, но я хочу дальше и больше. Ну вот вижу, что вам это будет очень приятно. Может быть, даже вы ждали, когда же этот человек наконец-таки скажет о своих чувствах, либо проявится в мою сторону. Ну, замечательно. Замечательно, что интересы сошлись. Так, еще слева острые пики и человек с мечом. Ну, кто у меня работает, могут быть проблемы на работе. На работе проблемы с людьми и также большая загруженность, да, ваша. Усталость, утомляемость, перебои, я не знаю, в поставках, проблемы с поставщиками, проблемы с клиентами, не знаю, какие-то нереальные объемы работы, которые вам нужно будет выполнять. И начальник, который как будто бы он робот, а не человек. Да, либо он всех сотрудников воспринимает как биороботов. То есть они понимают, что люди не могут работать в таком авральном режиме, и вообще-то за такую дополнительную работу нужно платить больше. Здесь могут быть высказывания, недовольство сотрудников начальством и также недовольство начальства сотрудниками. Так, ну, обычно, я так понимаю, рядовые ситуации, которые периодически встречаются. Так, если вы работаете сами на себя, то этот человек явно указывает на какую-то проверку, да, на какое-то проверяющее лицо. Вас неожиданно могут прийти проверять. Проверять, ну кто? Там, налоговая, например, всякие там службы, да, если у вас там кафе свое, например, да, придут там пожарники, либо санэпидемстанция. Ну, в разных странах, конечно, по-разному, я уж, извините, не знаю, но это похоже вот на проверяющее лицо. Проверяющее, да, с мечом идет, жестко идет. Ну, будьте готовы. Два момента, которые мне прям очень пиковыми идут. Может быть, два вопроса возникнет, либо по двум вопросам придется отчитываться. Ну, вот что-то из этой серии. Если вы работаете сами на себя, возможно, как недовольный клиент. Недовольный не качеством, не сервисом, а скорее как по жизни недовольный человек просто вот в таком настроении к вам придет. Но идет такое вот вам как предупреждение, да, что на работе может быть жарко. Жарко и трудно. Так, еще мне показывает человека, который куда-то собирает вещи, причем собирает очень быстро. В короткий срок нужно собрать вещи, либо в короткий срок нужно что-то подготовить. Мои хорошие, только без паники. Паника, суета вам катастрофически навредит. Пожалуйста, возьмите себя в руки, выделите себе определенный промежуток времени, там, полчаса, час, да, и очень медленно по бумажечке, либо по вещичке берите и складывайте. Потому что большой риск, что вы в спешке можете что-то забыть, не то сделать, не то положить. А потом будет, ну, и неприятно, и непонятно, как исправить. Спешить нельзя. Нет, нельзя. Даже если сроки у вас сжатые, все равно спешить нельзя. Суетиться нельзя. Так, еще кто-то что-то найдет, какую-то вещичку, свою вещичку. Вы считали ее утерянной, потерянной, либо даже украденной. Случайным образом вы эту вещь найдете в самом неожиданном для вас месте. Либо кто-то найдет и вам вот принесет, отдаст. Это очень приятно, и это прям согреет ваше сердечко, да, поднимет вам настроение. Вы скажете: ой, как хорошо, как замечательно. Особенно если, например, это очки. Вот. А если это какой-то документ, ну, это же прям чудо, что к вам вернется. Так, еще вижу женщину, которая будет пытаться вами манипулировать. Либо в чем-то вас обвинять, либо давить вам на жалость. Ну, я так понимаю, что это ее основное такое, да, основной способ добиться цели. Не поддавайтесь на эти манипуляции, цените себя и не давайте повода, не давайте возможности человеку за ваш счет что-то получить, либо чего-то добиться. Ну, будьте, наверное, холоднокровны ко всем этим вот воздействиям на себя, даже если это ваша подруга, даже если это ваша родственница. Я так понимаю, что это не первая ситуация, и если это не пресечь, то это будет на постоянке. Зачем вам это, к чему? Еще вижу, что ваш кошелечек, пустой, кстати, кошелечек, пополняется монеткой. Ну, либо это зарплата, либо пенсия, либо
щедрая рука вам дает денежку. Приходит денежка с правой стороны и прям вам в пустой кошелечек ложится. Возможно, у вас была какая-то потребность, вы что-то хотели приобрести, вам нужна была определенная сумма, вы ее получаете. Либо у вас наконец-таки появится возможность приобрести то, что вы хотели. Но денежка к вам в кошелечек падает. Так, здесь у меня рыбачок. Рыбачок удочку закидывает в вашу сторону. Ну, рыбачок достаточно хитрый, у него рыбий хвост. Да, несмотря на то, что он рыбак, у него рыбий хвост. Человек хитренький, пытается вас как-то вот поймать, привлечь. Ну, мелкая какая-то попытка, несущественная, но будет немножко противно. Скажете, фу, какой хитрый, думал, я его не раскушу. Мужчина, кстати, идет, хитренький мужчина. Так, справа лодки, много лодок. Но лодки почему-то пустые идут, и они у вас вертикаль стали. Женщина стоит на берегу и рассматривает много пустых лодок. Вы все разные, мои хорошие. У кого-то отыграется как выбор жениха, либо место, где я буду жениха выбирать. Может быть, даже как зарегистрируетесь на сайте знакомств. Либо уже зарегистрировались, и тут разные мужички тут начнут вам написывать. Такой прям бум, да. Дождь из мужиков прольется. Также женщина может выбирать, куда ей двигаться, либо чем ей заниматься. Много вариантов, да, вариантов. И вы все это будете просматривать, изучать и выбирать самый лучший. Мои хорошие, здесь главное не спешить и прям действительно вот все внимательно просматривать. Ваша лодка, она неказистая, она не самая там супер-бупер, но она самая прочная, она самая надежная и вот прям довезет вас куда надо. То есть в ближайшие 48 часов вы точно определитесь, что вы хотите, с кем вы хотите и куда вы хотите. А главное не спешить. Так, пчела у вас еще выходит. Пчела с толстым брюшком. Придется, конечно, поработать. Поработать и какое-то важное, может, задание выполнить. Может быть, вы сами себе там задачи поставите и будете их выполнять. Ну, брюшко — это работа, много работы, объем большой. Идет большой объем. Ну, вы молодец, вы умничка, вы совсем справитесь. Так, мужчина со своей проблемой приходит к женщине. У него прям голова кругом идет, ничего не соображает. Он приходит к женщине как, ну вот Светоч, да, Светоч — последняя надежда. Девочки, вы там сильно над ним не смейтесь. Ну да, его проблема яйца выеденного не стоит, но для него это катастрофа, это драма. Вот вы, пожалуйста, там серьезным, максимально серьезным видом ему там подскажите. И в самом венце у вас очень классный знак открывающейся двери. Дверь вам откроет мужчина, может быть, в свое сердце дверь откроет, а может быть, в свой офис, а может быть, даже и в свое жилище. Мужчина вам будет очень улыбаться. Кстати, улыбка очень красивая этого мужчины. Возможно, даже ямочки есть на щеках. Но этот мужчина вас точно порадует. И поднимет вам и настроение, и подарит вам надежду. И вообще как-то у вас там все по-другому с этим мужчиной начнется. Буквально вот через 48 часов. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.